Я думаю, конечно, наверное, я выбрала просто правильный путь, свой путь. Это важно в жизни понять, чем ты хочешь заниматься действительно. Потому что когда я поступала в университет, я закончила наш институт, тогда это был институт искусств, сегодня это университет искусств имени Бессарабии Шеналиевой. Я училась у великолепного мастера, Михаил Николаевич Такаев меня обучал. Замечательный артист и прекрасный педагог был. Его уже нет, а до сих пор некоторые смыслы, которые он в нас вкладывал, они только открываются. И во время, когда я училась, все мои одноклассники, они куда было модно поступать на юристов, переводчиков. И вот немногие из них стали профессионалами в этих профессиях, а я пошла туда, куда я хотела пойти с детства. Была у меня такая мечта. Мне очень нравился балет. В моем счастливом детстве советском по телевизору часто показывали балет. И первая мечта о сцене, наверное, была какая-то вот такая воздушная, красивая. Но балет — это очень сложный вид искусства, и нужно начинать его не в 17 лет, конечно. И поэтому, когда я стала думать над тем, чем бы мне хотелось заниматься, я поняла, что это обязательно должна быть сцена. Мне нравилось петь, нравилось танцевать. И вдруг я поняла, что это может быть театр. И когда я попала на спектакль в Русский драматический театр, у нас была замечательная классная руководитель, которая нас всех, весь класс, да, большинство детей не очень любили, не очень понимали, зачем мы идем смотреть драмы, но те, кто приходили, они, конечно, выносили оттуда что-то обязательно для себя, и я заразилась этой любовью к театру, захотела дальше пойти профессионально учиться уже. Да, мне очень повезло, потому что я попала в театр на 3-м курсе. Это был выдающийся артист, народный артист Владимир Георгиевич Скоропись, который ставил сказку новогоднюю «Простоквашино», и ему не хватало травести, то есть актриса, которая могла бы сыграть мальчика дядю Федора. Сделали кастинг, пригласили наш курс. Зинаида Михайловна Петренко, она была моим тоже преподавателем по речи, она нас отправила на кастинг. И я успешно прошла кастинг благодаря тому, что, наверное, как-то я очень смело себя проявила, хотя внутри, конечно, я ужасно дрожала, как осенний лист на ветру. Но я спела, уверенно себя показала, и я попала в театр. Для меня это было чудо, потому что, будучи студенткой 3-го курса, репетировать с артистами, которые уже служат в театре не 1 год, выходить на сцену под руководством прекрасного актера, замечательного мастера, и режиссер неплохой был Владимир Георгиевич, который вложил очень важные ценности и принципы работы в театре. Конечно, я была на тот момент, у меня случилась звездная болезнь, и я стала себя чувствовать. Все, жизнь удалась, все свершилось, можно расслабиться. Но, конечно, это потом очень сильно сказалось и на моей учебе. Я уже служила в театре, выходила в спектаклях, но и все-таки поняла, что нужно доучиться качественно, хорошо, не бросать, нормально довести дело до ума. И вот благополучно закончила университет, уже будучи актрисой театра. Это было уникальным случаем, потому что в те времена только по окончанию университета или института, после кастинга, и не все попадали в театр. Мне очень повезло, как-то так сложилось. Сегодня не такой сложный путь у артиста молодого, чтобы попасть на сцену, иногда просто счастливый случай. Да, я не застала, у меня не было такого опыта, чтобы мы вместе на сцену выходили с легендами или знаменитыми российскими артистами. Но, вы знаете, я думаю, что
Если человек предан своему делу, если человек действительно не случайно стал звездой, а я редко знаю людей, которые становятся звездами случайно, все-таки это немножко другой уровень отношений, образования, и это всегда работа такая честная. Я сужу по, скажем, антрепризным спектаклям, которые часто к нам привозят, и я не очень хорошо разбираюсь в современных молодых артистах, которые стали звездами благодаря сериалам. Я уважаю этот труд, конечно, безусловно, но я мало знаю их. Но когда приходишь на спектакль, и ты понимаешь, что все-таки есть немножко другой уровень, не такой высокий уровень часто. И это, конечно, очень интересное наблюдение, потому что по сравнению с той же Татьяной Васильевой, я смотрела спектакль, она привозила 2 раза, и я была поражена ее уровнем мастерства. Ну, во-первых, конечно, это звезда, легенда, и это такое отношение к профессии, то есть она работает на 150%, на любой площадке, для любой публики. Я не чувствовала, что у нее было отношение, что она приехала здесь денег заработать на антрепризный спектакль, так не напрягаясь, выйти. Нет, она отдается этому процессу полностью. Мне кажется, знаете, все-таки это воспитание и закалка какой-то другой школы, другого поколения, которое выросло на других ценностях. Это люди, которые все-таки ставят во главу угла какие-то более высокие, глубокие смыслы. Сегодня, мне кажется, мы будем еще переживать этот процесс, этот период, когда у нас будет немножко проседать уровень образования, наверное. Но вы знаете, конечно, есть у каждого актера роль мечта, ну или несколько ролей, которые ты хочешь сыграть, мечтаешь. Конечно, вся великая драматургия написана на актеров, мужчин, поэтому у нас, конечно, уменьшается возможность. Ну да, то есть по пальцам мы можем пересчитать такие легендарные женские роли, хорошо прописанные в драматургии. Конечно, обидно работает этот момент, знаете, такой, ну как же не разглядел меня режиссер, вот я бы это сыграла. Бывает такое, это безусловно. В этом много, наверное, и желания что-то сделать, к чему-то может быть шоу. Потому что, конечно, я никогда не мечтала сыграть, например, Джульетту. Ну, никогда. Многие актрисы молодые, они мечтают сыграть героиню, Джульетту. У меня не было этого ощущения никогда. Но когда сейчас, в 40 лет, я перечитываю этот материал, я понимаю, что да, я бы, может быть, когда-то это сыграла. Но понимание наступает уже поздно, и ты понимаешь, что твой поезд уехал. Да, да. Но нужно доверять, знаете, нужно... Мне в этом плане, вот, лично мне помогает, конечно, вера, безусловная вера и доверие Богу. Вот я считаю, что все, что мы придумываем себе, есть всегда лучший план для нас. Есть какой-то сценарий, который мы даже не ожидаем, он для нас будет в лучшем варианте. Поэтому я сильно не расстраиваюсь, конечно, попереживаю, что я не сыграла Маргариту пока, а поезд уходит. Но, конечно, отношусь к этому философски. Но вы знаете, как раз это для меня очень актуальная тема. Почему? Потому что я второе высшее образование получила. Год назад я защитила диплом как режиссер драмы. Но еще пока профессионально на сцене не поставила ни одного спектакля. Наверное, потому что я слишком серьезно отношусь к этой профессии. Понимаете? Мне очень не хотелось становиться режиссером. Как говорил Михаил Николаевич Такаев, вот мой мастер, он говорил, кто такой режиссер? Есть в терминологии такое описание, одна из версий, что это престарелый актер, который в силу своих уже физических особенностей, возраста,
не может играть на сцене, но он переходит в категорию режиссеров. Вот мне очень не хотелось становиться таким режиссером, потому что я прекрасно понимаю, что это совершенно другая профессия. Это очень сложная профессия, наверное, главная профессия в театре, как и в кино. Но в театре, может быть, у артиста чуть больше возможностей, потому что у нас есть такая шутка, что режиссер ставит, уходит в зрительный зал на премьеру, а потом забегает в антракте и говорит: что вы делаете, артисты, мы что ставили, что вы играете? Они говорят: мы тебе ставить мешали? Нет, вот ты нам играть не мешай теперь. То есть я знаю подобные примеры, когда режиссер ставил один спектакль, проходит 10 спектаклей, режиссер уже уезжает или не наблюдает за процессом, и мы видим совершенно другой спектакль, потому что все-таки это в руках артистов остается, и тут уже это вопрос личного отношения, ответственности. Но знаете, я думаю, что это была вынужденная мера, когда многие актеры стали ставить. Это действительно редкая профессия, редкий ум, все-таки это определенный набор качеств, когда режиссер может совладать с амбициозными, молодыми иногда, не понимающими до конца профессию артистами. И еще что-то попытаться сказать. Это мега сложно. А актер, который из своей среды, он, в принципе, знает, ему в каком-то плане легче, потому что он уже знает, кто на что способен, он знает отношение к работе, он знает, кого можно взять и кто вот это может сделать, выполнить его волю. Может быть, ему в этом плане проще. И даже есть такой термин, как актерская режиссура. То есть ты смотришь, ты понимаешь, что тут нет режиссерского решения. С точки зрения актерской игры все простроено, все точно, но режиссерского взгляда здесь нет. И я думаю, что, знаете, многие идут учиться на актеров. Какое-то время я преподавала в нашем университете искусств и наблюдала, что большое количество достаточно ребят идет в актерскую профессию, а вот в режиссуру немного. Может быть, это связано с тем, что не так много славы. Все-таки в творческие профессии идут молодые, амбициозные ребята. Они понимают, что режиссер остается всегда за кадром, за кулисами где-то. Слава, хороший спектакль, артисты молодцы, плохой спектакль, режиссер виноват. Так что я думаю, это была какая-то вынужденная мера. Но есть начинающие, подающие надежду режиссеры. Но как дальше будет развиваться их судьба, это большой вопрос. Таких звезд сегодня, как Пази, но я, по крайней мере, к сожалению, не наблюдаю. Я думаю, что театр, знаете, выжил. Это, конечно, был легендарный режиссер, потрясающий. Вот этот небольшой период, один всего спектакль наш совместный, очень много дал в плане понимания профессии, умение так тонко понимать, чувствовать. 50 человек на сцене, половина из них студенты, потому что не вся труппа, а нужна была молодежь для массовки. 50 человек, и ни громкого слова от него, никакого оскорбления, крика, очень тонко, очень интеллигентно, спокойно и всегда точно. И была такая тишина, что все и студенты, и народные артисты, все ловили каждый его взгляд, каждый жест, каждое движение, все было на вес золота. Потому что одно слово какое-то, которое он говорил, ты вдруг понимал, что ты пошел не в ту сторону в своей роли. Это очень ценный был опыт. Но я думаю, что, знаете, когда он уехал, это было страшно трудное время для театра, но тем не менее осталась большая команда людей, которых он заразил своим отношением к профессии, к театру. Я думаю, что еще потом по инерции его вложенной энергии театр как-то просуществовал долгое достаточно время.
Конечно, конечно, театр был на пике популярности, потому что билеты были очереди в кассу для того, чтобы попасть на спектакль. Распродавали билеты, спекулировали билетами в театр. Это вообще невозможно сегодня представить, хотя должна сказать, что этот сезон, наш 88-й сезон театральный, подошел к концу, но этот сезон у нас прошел тоже поднимаясь на тот уровень. Впервые я служу в театре уже 20 лет, но впервые за все это время ко мне стали вдруг обращаться, скажем, очень уважаемые люди, знакомые, которые занимают какие-то серьезные должности. Они звонили и спрашивали, можно ли достать билетик. Я, честно говоря, не ожидала, что у нас наступят такие времена, и мы с надеждой, конечно, надеемся, что дальше мы так и продолжим, потому что в этом сезоне в Русском драматическом театре все было хорошо, более чем. Билеты за месяц раскупались на спектакли, и поэтому мы, я думаю, вернем себе былую славу. У нас такие надежды. Знаете, с точки зрения, я смотрю на это с точки зрения, что бы я хотела сказать через эту роль. Мне сейчас уже, конечно, когда-то, когда ты только пришел в профессию, амбиции такие, что ты просто готов все играть, и ты представляешь, как тебя все заметили, в Голливуд позвали. Конечно, наша профессия, она требует амбиций. Но на начальном этапе это нормально, но когда проходит время, и ты становишься более, может быть, осознанным взрослым человеком, то, наверное, это уже странно. И я, например, сегодня смотрю на любую свою роль, на небольшую, эпизодическую, как на возможность сказать что-то, что мне важно, что мне кажется ценно, донести через своего персонажа, через своего героя, его словами до зрителя. И если я смогу сделать так, чтобы в зале хотя бы 2 человека услышали эту мысль, задумались, и вдруг что-то в своей жизни они решили, может быть, пересмотреть, то моя миссия выполнена. Поэтому мне сейчас как-то, честно говоря, в этом плане у меня не осталось таких больших амбиций, но я использую любую возможность для того, чтобы все-таки выполнять свою миссию. Сеньора! Здравствуйте, сеньора! А вы поселились в доме прямо напротив? А я и не знала. Думала, что пустая квартира. Здравствуйте, сеньора! Вы слышите? Это радио. Я выключу радио сейчас. Просто понимаете, сеньора, когда я дома одна, все время радио должно работать, а в соседней комнате у меня телевизор. Нет, какое радио в спальне? В спальне у меня телевизор. Там сейчас как раз концерт идет. Как раз хор поет. Красиво. Конечно, сеньора. А вы не одна? У вас сын? Счастливая. Почему это я тоже счастливая? У меня тоже дочь большая, у нее уже свои друзья, подружки, заботы. А мальчонка маленький, совсем маленький, но он маленький, спит, ест, храпит. Как с ним поговоришь?